сегодня, как мы заявляли, о чем я говорил с трибуны нашего гражданского форума, у нас сегодня в гостях фронтовая студенческая агитбригада. Это уникальное явление. Мы оказались единственным вузом России, который смог, скажем так, проявить политическую волю руководства республики, руководства института в лице ректора и, соответственно, конечно же, родных наших студентов, которые отпустили, но и сами ребята не испугались и согласились выехать, потому что, конечно, мы все понимаем, что это очень и очень ответственно, и в конце концов выехали в Новоазовск. Вот жалко, Бахилина убежала, не предупредив. Она же там как раз в Новоазовске была, и она должна была здесь с нами тоже, как раз вас тоже ввести в курс дела. Она же там фактически почти 8 месяцев, 10 месяцев проработала, да? Вот, но она побежала дальше на встречу свою. Вот, и уже находясь в Новоазовске, мы съездили в Мариуполь, затем съездили в знаменитую танковую 155-ю бригаду к сослуживцам наших ребят, экипажа героического, экипажа Алеши. Но нас заранее предупреждали, мы ездили вот так кругами на нашем микроавтобусе для того, чтобы запутать следы, потому что неизвестно, нас могли вычислить. И о том, что мы приезжаем, об этом тоже никто, в принципе, не знал до последнего момента. Поэтому нас возили кругами, и потом мы выехали за линию фронта. Вот фотографии просто можно было сделать, я чуть совсем не подумал на большом экране показать. Мы проехали противотанковые ежи и уже уехали туда. И вот когда приехали в лесополосу, ребята выступали в лесополосе, сидели музыканты на ящиках, играли. Ребята, воины, бойцы стояли, просто слушали. У меня было подспудный такой страх, что они развернутся, нафиг это им, типа, музыка нужна. Но вот они как встали, они так и стояли и слушали. И, в принципе, вот я третий день уже говорю о том, что сейчас только приходит понимание того, что вот когда смотришь на этих людей в начале и в конце, их лица просветлели, глаза хоть как-то заблестели, потому что это очень нужно. Это очень нужно. Ну, я думаю, что ребята, наверное, сами тоже почувствовали. Поэтому они сказали, приезжайте в мае. Чего в мае? Ну, ребята, они сказали, приезжайте в мае, здесь море, купаться будем. Вот. Но, в принципе, я думаю, что ребята тоже еще и уже звонят у меня и спрашивают, когда мы в мае поедем туда. Но это нужно очень, потому что бойцы очень сильно устали. Им не хватает вот этой отдушины, и очень-очень тяжело. Вот. Ну и на завтра мы выехали тоже в военную часть, к морским десантникам, морской пехоте выехали. Вот. Там тоже о том, что мы туда приедем, знали только 2 человека. Комбат и замполит. Все, потому что ситуация очень серьезная, и даже бойцы сами, не говоря уже о местном населении, за деньги продают любую информацию. Поэтому, когда мы приехали, сразу дали команду машины все спрятать под навесы, убрать. Мы перебежками, скажем так, почти прошли в столовую, куда привезли на обед бойцов. На обратном пути нам сказали, надо выступить на ВДНХ. Поэтому мы в субботу ночью приехали с ребятами. В 10 часов мы уже поехали выступать на ВДНХ. Выступили в 57-м павильоне. Это было воскресенье. В понедельник мы выступили в Поспредстве. И опять же во вторник выступили опять на ВДНХ на праздновании Дня якутского языка, где рассказывалось о языке, но там у нас получился скомканный концерт, потому что сказали, в большом павильоне
павильоне нельзя шуметь, нельзя громко играть, то есть нам не дали выступить, да? По полной программе. Вот. Но тем не менее, и оттуда сразу прямо из ВДНХ мы все фактически сразу поехали в аэропорт, потому что были с вещами. То есть вот такая насыщенная программа была. И кроме того, в Ростове-на-Дону ребята выступали перед молодыми лейтенантами, которые находились в учебке, учились, затем они полетели в Хабаровск, в наш округ, и оттуда уже непосредственно на фронт. Вот. Эта встреча тоже для молодых лейтенантов, да, которые вот с такими глазками большими смотрели, слушали. И, в общем-то, все, я думаю, что перед такой музыкой устоять невозможно. Правда?